Из Москвы в Ингушетию доставлена частица вечного огня. Международная патриотическая акция «Огонь памяти» в 8-й раз стартовала 3 мая в Александровском саду в Москве. Акция призвана объединять поколения и сохранять память о подвиге нашего народа и его победе в Великой Отечественной войне. В церемонии зажжения вечного огня на мемориальном комплексе «Слава» в Малгобеке принял участие премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Он поздравил жителей республики с Днем Победы. Хочу передать поздравления от имени главы Республики Ингушетия Калиматова Махмуда Алима Шариповича с этой замечательной датой 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне советского народа. Неизгладимый вклад в эту победу внес и город воинской славы Малгобек, и те воины, которые его освобождали, защищали. Малгобекская битва считается второй по количеству участвующих в танковых сражениях после Курской дуги. И здесь как раз был надломлен хребет гитлеровской армии. Сегодня в Александровском парке есть стела, которая посвящена городу воинской славы Малгобек. И сегодня мы будем участвовать в этом мероприятии, которое позволит нам зажечь и здесь огонь, вести часть с могил неизвестного солдата сюда. Поэтому очень хорошее вы делаете дело, это воспитание нашего подрастающего поколения, идеологического. Вы знаете, что вчера была инаугурация нашего президента Владимира Владимировича Путина, и он в своей речи четко выстроил и дал понять отношения и в мировом сообществе, и в политическом, а самое главное, были намечены пути дальнейшего развития России до 1936 года. Это нацпроекты, это школа, это здоровье, это возрождение нации. Поэтому у нас есть четкий путь, обозначенный президентом. Мы по этому пути будем двигаться. Ну и сегодня хочется сказать особые слова благодарности участникам специальной военной операции, их родителям, детям, которые посылают им письма. Поэтому лозунг «Наше дело правое, мы победим» остается актуальным. Спасибо еще раз, праздник. В Госдуме предложили перенести шествие бессмертного полка на июль или сентябрь. Как сообщалось ранее, приуроченная к 9 мая акция в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Как пояснила депутат Госдумы Яна Лантратова, шествие можно перенести, например, на 1 июля 2024 года. Это неофициальный, но широко отмечаемый среди действующих и находящихся в отставке военнослужащих День ветерана боевых действий, или на 3 сентября. День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Российские регионы смогут разрабатывать схемы газоснабжения и газификации, рассчитанные на 20 лет. Подписано постановление, определяющее правила разработки и реализации таких схем. В разработанных схемах будут содержаться сведения о региональных запасах газа, состоянии газораспределительной системы, расчетной потребности в природном газе, схемах расположения объектов газотранспортных и газораспределительных систем и объектов СПГ. Главная задача схем – это развитие энергетической инфраструктуры, которая позволит более эффективно реализовывать социальные и экономические инициативы. 11-12 мая во Дворце спорта «Магаз» имени Берда Евлоева в Назрани пройдут всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин памяти мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона СССР, чемпиона Европы Магомеда Парчиева. Сильнейшие дзюдоисты России будут соревноваться в 7 весовых категориях. Торжественное открытие спортивного мероприятия состоится 11 мая в 14 часов. Вход на турнир бесплатный. Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Для каждой из целей установлены целевые показатели и задачи по их достижению. В документе определены следующие национальные цели России: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, комфортной и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального уровня, экономики и социальной сферы.
Ингушетия 23 мая представит в Торгово-промышленной палате России свой инвестиционный и туристический потенциал, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Представители бизнес-сообщества, инвесторы и предприниматели получат возможность познакомиться с Ингушетией, условиями для ведения бизнеса и перспективами сотрудничества. Как отметил глава, Ингушетия активно работает над созданием благоприятной инвестиционной среды, а также развитием туристического потенциала и поддержкой предпринимательства. Это станет отличной возможностью продемонстрировать все преимущества и перспективы развития региона, а также установить партнерские отношения с ключевыми участниками рынка. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов обсудил с Кабмином готовность Ингушетии к проведению ЕГЭ. Руководитель субъекта отметил, что условия сдачи выпускного экзамена должны соответствовать основным требованиям – прозрачности и объективности его проведения и оценки. Мы должны дать возможность поступить на бюджет в престижные вузы детям, которые имеют интерес к образованию, наукам и узким специальностям. Считаю, что одна из причин подобного отношения к проведению ЕГЭ связана с тем, что в составе экзаменационной комиссии оказываются люди с недостаточной профессиональной компетенцией. В ее состав должны отбирать самых ответственных и высокопрофессиональных работников системы образования, заинтересованных в качестве и объективной оценке знаний наших выпускников, отметил глава. Благодаря нацпроектам «Демография и образование» за 4 года в Назране удалось реформировать образовательную инфраструктуру, создать современные и комфортные условия для воспитания и обучения нескольких тысяч детей. Только с 2020 года здесь построены 6 дошкольных и 5 общеобразовательных учреждений. В настоящее время активными темпами ведется строительство еще 2 новых объектов – детского сада на 200 мест по улице Интернациональная в Центральном административном округе и школы на 720 мест по улице Чеченская.